Таджикистане объявили о полном снятии энерголимита. Шестерняшки, родившиеся в Худжанде, умерли, прожив только день. В Душанбе задержан лидер одной из групп наркоторговцев. За что задержан целитель из Душанбе, утверждавший, что беседовал с Богом? Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности индийских сиропов Амбрамон и Докс-1 Макс. Госэнергохолдинг Барги Тоджик по указанию правительства Таджикистана принял решение о полном снятии энерголимита по всей территории страны. Это решение было принято по указанию президента Таджикистана Эмомали Рахмона в связи с недавним снегопадом и резким понижением температуры воздуха. Все ограничения на энергоснабжение были сняты 11 января, сообщило телевидение Таджикистана со ссылкой на Барги Тоджик. При этом Барги Тоджик просит потребителей экономно и рационально расходовать электроэнергию. Ведь безлимитная подача электроэнергии с учетом роста спроса в морозные дни приводит к дополнительным расходам воды водохранилища Нурекской ГЭС, а в случае несоблюдения мер по энергосбережению приводит к перегрузкам электрических сетей, трансформаторов и авариям в энергосистеме страны. Шестерняшки, 2 мальчика и 4 девочки, родившиеся 11 января в Худжанде, умерли, прожив всего день. Об этом сообщила врач родильного дома Сагдийской области. Медики говорят, что в данном случае основной причиной смерти новорожденных стала их недоношенность. Нурия Дадабоева, врач областного роддома, сообщила, что у роженицы были преждевременные роды. Малыши родились почти 6-месячными и весили от 550 до 700 граммов, сообщила она. Для новорожденных были предоставлены условия медикамента, но, к сожалению, они не выжили, потому что были недоношенными, добавила врач. Мать шестерняшек, 26-летняя Мубарак Сахибова, жительница Джамуата Овчи-Калачи Бабаджунгафуровского района, в настоящее время находится под наблюдением врачей. В этой семье растут 2 детей. Рождение шестерняшек в Таджикистане – беспрецедентный случай. В Душанбе в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан лидер одной из групп наркоторговцев. 60-летний Сохул Мадов, сообщает столичное управление МВД. Розыск проводил отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Задержание состоялось на прошлой неделе, уточнили в МВД города Душанбе. Отмечается, что он является жителем села Хайотинав района Хамадони Хатлонской области. В криминальном мире известен по прозвищу «Управляющий». Его задержали во время сбыта наркотических веществ внутри столицы. Было установлено, что задержанный Исо Холмадов работал с наркоторговцами Афганистана и долгое время занимает распространением наркотических средств. Исо Холматову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества. В Душанбе задержан целитель, утверждавший, что беседовал с Богом. Ему предъявлено обвинение по статье 462 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях, сообщили в пресс-центре МВД. Пока идет следствие, его ждет штраф или арест, решение примет суд, сказали в ведомстве. Было отмечено, что 42-летним задержанным является директор медицинского центра Шохер Бахтияр Шохев. Он был задержан сотрудниками управления уголовного розыска. Если бы его не задержали вовремя, ложная информация и идеологию, которую он распространял в социальных сетях, вызвали бы тревожные последствия, так как под его публикациями, где он говорит, что видел Бога и общался с ним, было очень много негативных комментариев со стороны различных религиозных людей, придерживающихся радикальных идей. Это могло не просто привести к разногласию в обществе, но и даже навредить самому задержанному, так как комментарии некоторых настораживали, объяснили в ведомстве его задержание. В МВД отметили, что во время допроса было установлено, Шохев вполне вменяемый и никаких душевных заболеваний не имеет. Его публикации, вводящие людей в заблуждение, были только с целью увеличения прибыли. Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение об опасности индийских сиропов Амбранол и Докс-1 Макс, некондиционность которых была выявлена в Узбекистане. Производителем обеих препаратов является компания Marion Biotech, зарегистрированная в индийском штате Уттар-Прадеш.
Как отметили ВОЗ, лабораторный анализ образцов обоих продуктов, проведенный национальными лабораториями контроля качества Министерства здравоохранения Узбекистана, показал, что они в недопустимом количестве содержат диэтиленгликоль или этиленгликоль в качестве загрязнителей. Marion Biotech до сих пор не предоставила ВОЗ гарантии безопасности и качества данной продукции. Оба продукта могут иметь регистрационное удостоверение в других странах и распространяться через неофициальные рынки. Важно выявлять и удалять их из обращения, чтобы не навредить пациентам, заявили ВОЗ.